Кстати, насчет фона. Сам делал, сам рисовал. Вот. Хотя долго мучился, потому что, уже лет 10 примерно так не рисовал. У меня, кстати, вся семья рисует. И отец рисовал, мать, и сестра родная. Вот. И, кстати, насчет герба, правильного герба чеченского народа. Я его еще не докончил, но все равно мне хотелось сегодня выйти на связь с вами. Вот. Именно с этим гербом. Половину не смог, да? Я помню, как родители хотели отдать меня в художественную школу. Это в советское время. Вот, после школы, но все это изменилось из-за войны, вот, потому что русские начали войну в 1994 году. Вот, и у меня жизнь, в общем, перевернулась. Как-то хотел пойти по стопам отца, стать военным, потому что, в общем, я и тем более чеченец, а чеченцы любят это дело. Вот, да. Это так, начало, пока люди заходят. Но хочу вас всех поприветствовать в этот священный месяц Рамадан. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. И сегодняшняя дата, 8 марта, это день убийства нашего президента Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова. И буквально минут 10 тому назад я пролистал новости последние и узнал такую весть. Тоже сегодня ушел из жизни известный писатель, известный историк Асан Бакаев. Пусть Аллах примет его шахаду и простит все его грехи, так же, как и всех наших братьев и сестер. Аллах дейкал войл, яласмани хаш войл, иза вой бусал вежри ижрига. Так, вой там тях дабойлыша, Аллах газет кобал дольсе масира. И продолжая этот эфир, я просто хочу еще раз подчеркнуть, рассказать некоторые вещи, и ответить на ваши вопросы. Тут пишут: Аслан Масхадов, герой Кавказа. Все герои Кавказа, их очень много, у всех наших народов кавказских. И все они, которые ушли из этого мира, являются нашими героями. Их мы чтим, о них мы рассказываем, и все они для нас одинаковые, без разницы, какой национальности и какой религии. Это наши герои, и мы их чтим. Да, сегодня многие спекулируют именем Аслана Масхадова, моего отца, нашего президента. Спекулируют даже его героической гибели. Закидывают разные версии. Но я хочу сказать, что этот человек, как и другие наши братья, ушли, воюя, будучи на войне на своей родной земле.
И говорят там, что якобы он пошел на переговоры, якобы его предали. Все это неправда, никаких переговоров в то время не было. И не могло бы быть сегодняшней России. Но было предложение от чеченской стороны, от воюющей чеченской стороны, что мы, чеченская сторона, готовы остановить все боевые действия на территории нашей республики и предложили мир воюющей стороне, стороне, с которой мы воевали, России. И в этот момент, во время этого предложения, был убит наш президент. Так же, как и другие наши лидеры, это Джохар Дудаев, это лидеры, которые были до него и после него, все они были убиты во время войны. И все они предлагали мир. Мы желали мира, мы желаем мира на своей родной земле. Вот тут наш брат пишет, Уна Унсо. Анзор, как ты думаешь, что стало причиной, по которой ФСБ вычислили его местонахождение? Говорят, что по телефону вычислили, так ли это? Да, действительно, это так. Это место было вычислено посредством телефонного разговора, из-за телефона. То есть русским удалось узнать, я конкретно скажу, имей, код телефона, которым пользуется Аслан Масхадов. И по этому коду был вычислен наш лидер на самом деле. То есть я еще раз подчеркиваю, никакого предательства не было. И тем более, как это говорят русские, как они хотят принизить эту гибель. Ни один чеченец не участвовал в этой операции. Ни один чеченец. То есть этот варвар Путин не доверил информацию и саму эту операцию тем чеченским предателям, которые любят и хотят умереть за Россию. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Амин, я Аллах. Массейра газут кобал дольсе вей дабон был ежри. Я читаю ваши комментарии. Сегодня мне бы хотелось рассказать о том, что происходит в мире. Идет война России и Украины. Россия вторглась в Украину и начала воевать и убивать эту страну, это государство, украинский народ. Туда вмешивается Трамп, как вы знаете, президент Соединенных Штатов Америки. И там шли переговоры, и эти переговоры не удались, как вы все это знаете. Я вспоминаю, знаете, как привожу параллель, как вели переговоры чеченская сторона, именно с этой же Россией. Трамп там предлагал Зеленскому, чтобы Зеленский пошел на предательство своих героев, на предательство своего государства и украинского народа. И он этого не сделал. Не сделали также наши герои. Они были в Кремле, такие же переговоры чеченской и российской стороны шли и в Грозном, и в Москве, но ни разу наша сторона не согласилась с предложениями российской стороны. Один раз на переговорах двух сторон, России и Ичкерии, там были и российские генералы, и там
российские там, в общем, политики, Аслан Масхадов и другие наши военные командиры. И шли переговоры. Во время этих переговоров какой-то российский генерал, то есть российский нахал, стал вот в оскорбительной форме обращаться к нашей делегации. И вот во время этих переговоров, когда была задета честь чеченцев, Аслан Масхадов влепил своей папкой по лицу, по этой физиономии этого российского нахала генерала. То есть мы никогда с ними не считались. И эти люди, о которых я говорю, вот, герои чеченского народа, не преклонились, не сдались, не предали вот, честь своего народа и идею, и цели, вот, которых добивается вот, чеченский народ. Вот как все это происходило. Ну, вы помните, видели переговоры Бориса Ельцина там, и чеченской делегации. Глава этой делегации в то время был исполняющий обязанности президента Чеченской республики Ичкерия Зелимхан Яндарбиев. Как вот русские хотели вот тоже оскорбить нашу делегацию, посадить вот две как бы стороны. Завгаев, в то время такой же, что и Кадыров, и Яндарбиева хотели посадить друг против друга. То есть Ельцин в стороне, вот, а вот тут другие две стороны, которые якобы воюют между собой, якобы чеченцы воюют между собой, а тут русские ни при чем. И наша делегация не согласилась с таким вариантом и не села в том формате, который предлагал Ельцин. Вот. И наоборот добилась того, чтобы этот предатель чеченского народа Дока Завгаев сел где-то со своим стулом на краю этого стола. В общем, и такое было. Я надеюсь, что украинская сторона не пойдет на эти ультимативные предложения президента там, США, Путина и задумается над будущим своего государства. Если они согласятся на какое-либо предложение России, то это будет предательство своей страны и тех героев, которые убила Россия. Да, тут Ру пишет, дела, мне кажется, что все так же закончится и в Украине, короче, к сожалению. Ну, дай Всевышний, чтобы Украина выстояла. Я всегда это говорю и повторю, что победа Украины – это наша общая победа. В Европе хорошо понимают, вот вы, наверное, слышали, как президент Франции выступил так жестко в отношении России. То есть Макрон понимает, что на самом деле происходит, потому что, ладно, Америка далеко, но Франция и Германия и другие европейские страны, и в общем вся Европа находится рядом с Россией, и Россия напрямую угрожает Европе. То есть есть о чем задуматься, и у них есть интересы в том, чтобы помогать Украине. И я знаю, я вижу и уверен, что Европа все-таки не предаст Украину и будет поддерживать
всячески. Я читаю ваши комментарии. Да, тут пишут, давно тебя не видел. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату, Вайпер. Да, вот, ну, в общем, много чего, много событий, поэтому приходилось, я это все сейчас выкладывать и говорить об этом не буду. Но я с вами и не собираюсь покидать вас, я стою на своей позиции и буду стоять до конца, иншаллах. Алихан Аздоев, аминь, я Аллах, массира дольце, Аллах газут кобл. Тут пишут, так, раз Курбан Аслан Алиевич был очень хорошим человеком, был наш командир в Венгрии в 1981 году. Мне очень помогал Аслан Рахмет, салам алейкум из Баку. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату, брат из Баку, из Азербайджана. Очень приятно. Так, 81 год, да, я помню это время, мне было 6 лет. Вот, и вот это, скорее всего, если ты все еще в этом эфире, в Венгрии, он служил в воинской части, в артиллерийской части в городе Тата. Ну, там был поселок Бай. Там располагалась вот эта воинская часть. Может даже такое, что я тебя тоже видел, но мне очень приятно, что вы так хорошо отзываетесь о самом родном моем человеке. Мы, помню, после Первой войны, после избрания его президентом, несколько раз посещали Азербайджан, поездка в Баку, официальные встречи вот, с президентом Азербайджана. И в то время я находился рядом с ним и помню вот, все эти переговоры. И очень благодарен азербайджанскому народу, нашим братьям, которые оказывали помощь нашим братьям, чеченцам, беженцам, которые вот были на вашей земле. Ну, я считаю, что да, мы говорим, что ваша земля, там наша земля и так далее. Это наша общая земля. Кавказ называется. На Унсуанзор новые архивные видео будут выкладываться. Да, у меня много видео. И сколько-то недель тому назад я выставлял видео, кстати, эксклюзивные кадры выступления Шамиля Басаева. Это мои последние видео были. И я, да, продолжу свою деятельность. Но просто в последнее время у меня, в общем, есть на то причины. Я про отсутствие свое в прямом эфире. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Братья с Казахстана, ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Да, вот я сегодняшний эфир заглавил как уходили герои чеченского народа. Кто они? Герои чеченского народа – это все
те наши братья, сестры, которые отдали свои жизни, воюя против агрессии России. Мы прекрасно знаем, что такое война, мы знаем, что такое геноцид. Вот. Испытали все это на себе в течение многих сотен лет. Их называть, имена наших героев называть, у меня и времени просто не хватит, их очень много. Поэтому я решил озаглавить этот эфир именно так, как уходили герои чеченского народа. Я не говорю только о своем отце. И не вижу никакой разницы между лидером или простым муджахидом или простым командиром. Все они были простые, все они были братья. Вот. И считая только их героями своего народа. Аллах декал боль, пусть Аллах примет их шахаду, газават и простит их все грехи. Иншаллах, они будут в раю, потому что они воевали во имя Аллаха, во имя Всевышнего, за свой народ, за освобождение своего народа от российского ига, от этого варвара, и они будут, иншаллах, в раю. Аминь. Аминь, Аллах. Да, брат, ты правильно заметил, не говорите, что они умерли, они живы и получают свой удел у Аллаха. Так и есть, и это правильная форма. Мы даже не имеем права говорить, что они умерли на самом-то деле. Они не умерли, умерли те, которые пошли на службу убийцам своего народа. Я даже их фамилии называть не буду. Сегодня мы находимся в такой ситуации, живем в такое время, что всем нам приходится и надо быть очень осторожными. Осторожными во всех ситуациях. Вот сегодняшняя ситуация, да, вот события в Украине, то есть война в Украине. Я считаю, что мы должны сохранить своих людей и особенно присматривать за нашей молодежью, объяснять им, рассказывать им, показывать им, что правильно, что неправильно, что надо делать, что не надо делать. Потому что наше будущее в наших руках. Конечно, в первую очередь в руках Всевышнего, но если мы будем делать то, что говорит нам Всевышний, вот тогда мы сможем быть на своей родной земле. Я про этот день, что мы вернемся на свою родную землю, и нам придется наводить порядок и восстанавливать то, что мы потеряли на какое-то время. То есть строить свое государство, свободное от убийц чеченского народа, дружить с другими государствами, иметь хорошие отношения с ними. То есть нам надо строить наше же будущее, а не так идти на поводу кого-то, кто громко говорит, кто громко призывает. Поэтому будьте бдительны и делайте все возможное в общую копилку, в копилку нашего народа.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Мне тут как-то писали, вот, мол, якобы я приостановил свою деятельность. Вот. Да, я отсутствовал какое-то время. И вот по этим комментариям, которые писали под некоторыми видео, вот я якобы приостановил деятельность, я отошел в сторону, я ничего не делаю, там все такое. Ну, это провокаторы пишут такие комментарии. Нет ничего такого, что заставит меня отойти в сторону. Я в какой позиции был, в такой остался и останусь всегда. Вот такие дела. Так что работа продолжается. Нет, я не блогер. Блогеры, как обычно, у них есть свое расписание, выходят в эфиры. И вот моя деятельность это то, что я выкладываю, рассказываю, что было, как напоминание. Вот что я считаю очень важным, потому что я вижу, что наша молодежь все-таки вот мало знает историю своего народа. Если вот буквально недавно, я вот люблю расспрашивать молодых парней о разных там эпизодах чеченской истории, там, что произошло 15 лет тому назад или там 30 лет тому назад. Но люди мало интересуются и знают. Вот, именно молодежь. Поэтому я всегда вот говорю, молодежь, надо им больше рассказывать. И сама эта молодежь наша должна интересоваться своими корнями, кто они, что происходило на нашей земле и все остальное. Ильшат Шарафуллин, а как насчет того, чтобы ставить памятники волкам на площадях в будущем? Я не помню про волков, чтобы был какой-то памятник волку на площадях. Нет, я что-то не помню это. Да, были памятники, там разные памятники. Я противник того, чтобы вообще ставили памятники. Потому что наши герои, я сейчас про героев хочу рассказывать сегодня, воевали, отдавали свои жизни не ради этих памятников, не ради денег, не ради что-либо другого, что есть в этом мире. Они отдавали свои жизни в первую очередь ради Всевышнего Аллаха, потому что Всевышний Аллах сказал, что если агрессор вторгся на территорию твоей страны и убивает твой народ, то ты должен встать на защиту своей родной земли или с оружием в руках, или же словом, или же своим мнением, или же даже ручкой, вот, или же делать дуа, просить у Всевышнего. Ильшат Шарафуллин, волк в Ичкерии ставили в Шали, я лично видел. Ну, значит, я не помню, не видел. Может, видел, то есть не помню. Не знаю. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Так, Ильшат Шарафуллин, как насчет суфизма или салафизма в будущем Ичкерии? Ну, когда вот говорят об этом, у нас есть, например, разные течения в нашей республике. Это их называют вирды. Я не люблю, когда вот чеченцы
разделяют себя вот этими вильдами даже, этими течениями, или разделяют там на суфистов, на там, салафитов или других. Я думаю, что это дележка на самом деле. Та дележка, которая не приносит нам какой-либо пользы. Есть один Всевышний Аллах, есть Коран и Сунна. И точка. Аллаху Акбар. Знаешь, Ильшат Шарафуллин, вот, читая твои комментарии, я вспомнил такую ситуацию. Вот мы выдержали бой, даже смогли победить во время Первой русско-чеченской войны. То есть война, которую русские начали в 94-м, она завершилась в августе 96-го года. Почему мы смогли выстоять? Потому что у нас было единство, одно командование, подчинение, и каждый делал то, что надо делать. То есть делали то, что нам приписал, сказал Всевышний Аллах. Вот. И вот когда война закончилась, то русские сделали все возможное, чтобы разделить чеченский народ. Они поняли, что войной взять невозможно, они несут потери, нигде не выигрывают, там, не побеждают в каких-либо боях, а несут колоссальные потери. И они вот решили сделать ставку на спецслужбы своей страны. А что такое спецслужбы России? Это НКВД, это КГБ, ФСК, ФСБ. Это самая грязная структура, которая существует на этой земле. Самая подлая, самая ужасная и жестокая. По отношению не только к чеченцам, другим народам, но и к своему народу тоже. Даже хватает того, что во время Второй мировой войны они, вот эти НКВДшники, переодеваясь в формы немецких солдат, заходили в свои же населенные пункты и убивали сотнями, тысячи своих земляков, своих граждан. Вот. И потом эту вину там, называли там, немцам. И вот я к чему это все говорю. Эти спецслужбы, им удалось разделить чеченцев, именно там, называя это гилаевцы, это басаевцы, это масхадовцы, это яндарбиевцы, это там другие, сякие, они вот такие, они круче этих. И, в общем, стравливали друг против друга. И это было на руку России. Они делали все возможное, чтобы мы, чеченцы, начали внутричеченскую войну. Огромную роль в этом сыграл Кадыров, там, братья Ямадаевы, Адам Дениев и другие спецслужбисты России. Вот. Но благодаря властям Ичкерии мы смогли избежать этого. Мы не стали стрелять друг против друга. Ни под каким предлогом, нигде мы не пошли на это. Русские что хотели? Они хотели, чтобы мы начали стрелять друг против друга и чтобы они вошли в качестве миротворцев. И когда им это не удалось, они уже разыграли этот спектакль в Дагестане. Там, поход Шамиля Басаева и Хатаба на Дагестан. Вот, якобы так они преподносили. Хотя русские сами разыграли этот спектакль.
Спецслужбы России сделали все возможное, чтобы местные группировки начали стрелять, а потом позвали на помощь Шамиля Басаева и Хаттаба. Вот как это все было. И уже, как мы знаем, взорвали свои же дома на территории России, эти свои спецслужбы, обвинили в этом чеченцев, в кавычках, поход на Дагестан, там взрывы этих домов, списали на нас и начали войну. Вот таким образом, просто я хотел сказать, что русские спецслужбы очень коварные, жестокие и подлые. И вот к чему может привести вот эта дележка. Мы не должны идти на поводу этих спецслужб российских, вот, и не делить себя там, по религии, по землям. Там, я вот слышу, я много раз об этом говорил, мы сейчас на Кавказе говорим, вот это наша земля, вот этот кусок наш. Нам что, своей земли не хватает? У нас достаточно земли для каждого народа. И я считаю, что мы не должны об этом говорить. Это провокация, это может привести к ужасным последствиям. И это на руку России. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Насчет примера героизма, да? Ну, брат, если я сейчас буду говорить про героизм чеченского народа, знаешь, брат, герои есть в каждом народе. Предатель никогда не становился героем. Предатель есть предатель, но герои были те, которые всегда защищали свой народ во время войн, оккупации, агрессии. Вот они герои. И они есть у каждого народа. Насчет чеченских героев. Я опять же повторюсь, что рассказывать про них просто времени не хватит. Например, был в истории наш лидер шейх Мансур, который воевал против России. Вот. И чтобы не попасть в плен русским, он подорвал погреб, чтобы не попасть живым. Но получилось так, что он не погиб, а был тяжело ранен. Его взяли живым, но раненым, без сознания. Потом нашего лидера провели вот такое, как сказать, суд над ним. И на этом суде, это можете найти в Гугле, например, как шейх Мансур отвечал на вопросы судьи. И вот, например, там судья говорит, вот ты сожалеешь, что вел войну против России? И вот шейх Мансур отвечает им, что не то, что сожалеет, а жалеет то, что он хотел бы, в общем, воевать еще больше против них. Вот какими были наши герои. Он умер, шейх Мансур умер в Шлиссельбургской крепости, там же похоронен. Таких героев очень много. К примеру, если так коротко сказать, рассказать, я могу лишь один пример просто привести, чтобы все это укоротить. Что стоит того, вот, например, что чеченские герои воевали, скажем, без оружия, буквально, против такой большой державы. У нас не было ни градов, ни ураганов, ни самолетов,
ничего такого серьезного, чтобы противостоять этой большой армии. Да, их армия сильная, там у них есть всякого рода вооружение, но мы смогли выстоять с одним автоматом Калашникова и РПГ. Вот. Это и есть героизм на самом деле. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Вайпер, по поводу твоего вопроса. Я не врач, не ветеринар, и поэтому его болезни обсуждать не хочу. Вот, ну ты понял, о ком я. Все они одинаковые, все они на одно лицо, это предатели чеченского народа. Насчет Александр Петровский, ва алейкум ассалам. Как вы считаете, переговоры Зеленского с Трампом были похожи на переговоры Зелимхана и Нарбиева с Ельциным? Ну, я считаю, что уважаемый президент Украины Зеленский сделал то, что надо сделать патриоту. Он сказал, как есть. Он сказал это прямо в лицо. И это подчеркивает на то, что Зеленский действительно патриот своей страны. Вот что я могу сказать. И он сказал, что идет война, Россия – это агрессор, Россия убивает украинский народ, мирных жителей, и вся вина на этом преступнике, на президенте России, на Путине. Он сказал, как есть. Да, Трамп, наоборот, скрывает правду, он не говорит, что вот не признает, что Россия оккупировала Украину. То есть заигрывает с этим. Я считаю, что это несправедливо, это мы все знаем, и это неправильно. А то, что были похожи на переговоры Зелимхана и Нарбиева с Ельциным, да, есть сходство. Есть сходство. И вот буквально в начале этого эфира я говорил, что все наши лидеры, все наши командиры, когда вели переговоры с воюющей стороной, они затыкали им рот. Прямо на месте, как надо. И давали понять свое место. Помню, это я раньше в эфире рассказывал. Это было во время таких мирных переговоров в 1995 году, летом. Шли переговоры, война была приостановлена. Ну, как вы помните, чеченцы это помнят, на всей территории Ичкерии были российские блокпосты. И вот во время этих переговоров было свободное передвижение. Никто ни в кого не стрелял, там на машинах могли проехать наши командиры через эти блокпосты. И, в общем, двигалась делегация, не делегация, а вот колонна Аслана Масхадова, там пару машин с одного села в другое село. А вот между этими селами был российский блокпост. На этом блокпосту останавливают эти машины, эту колонну. Подходит русский офицер, ну, кажется, это майор был, не помню. В общем, этот майор спрашивает, кого вы везете. Начальник в то время охраны Ахмеда Абдырханова отвечает, что
Аслана Масхадова. И этот майор уходит в свой блокпост, потом возвращается с бумагой и говорит, а в то время, в этот момент, Аслан Масхадов вышел из машины, и вот подходит к Аслану Масхадову и вот говорит, в этом списке нету вашей фамилии. И что? Потом самое интересное. Аслан Масхадов берет этот список, вот так свернул его и в лицо ему влепил и говорит, и еще ты меня будешь указывать, ты мне будешь указывать, где и когда мне передвигаться на своей родной земле. Сели в машину и проехали этот блокпост. То есть, будь то лидер, будь то простой воин чеченской армии, мы им давали и показывали, кто есть кто. Вот как надо обращаться с Путиным. Путин – это зло. Путин – это зло. Ильшат Шарафулин. Анзор совершил. Вот такие, как можно сделать выводы о том, что Аллах даровал победу в 96-м году, а вот во второй чеченской бойне, ну здесь я подкорректирую, брат, русско-чеченской войне, Аллах победу отдал шайтанам и манкуртам. Я считаю, что, еще раз повторюсь, во время Первой русско-чеченской войны у нас было единство, одно командование, подчинение, и вот поэтому Аллах даровал нам эту победу в 96-м году. А во втором, да, не даровал. Мы, можно сказать, проиграли бой, но не войну. И, как мы знаем, вот это само явление Кадыров там, и другие имена, фамилии, их тоже Аллах поставил туда в качестве наказания, наверное. Ну, я так думаю. За то, что мы, мусульмане, чеченцы, по сегодняшний день не можем объединиться против этой силы. Силы вот там России, например, тех предателей там, чеченского народа не считаю силой, потому что они не зависят от самих себя, они зависят от мнения, слова президента России. Они ему служат, они готовы умирать за них, за него. Вот. Хвала Аллаху, я мусульманин. К сожалению, большинство украинцев поддерживают Израиль в войне против палестинцев. Не надо так говорить. То, что, не знаю, я общаюсь, очень много общаюсь с украинцами. У людей разное мнение. Кто-то поддерживает Палестину, кто-то не поддерживает. Ну, всех не переубедишь, например. И каждый человек имеет вот, право на свое мнение, я считаю. Но все равно истина, правда только одна. Оккупант не может быть правым. Вайпер. Да, ты прав. Трамп не ожидал такой реакции от Зеленского. Я еще раз повторюсь, Зеленский правильно повел себя. Он не имеет права предавать свое государство, свой народ и тех героев, которые сегодня воюют на фронтах, и тех героев, которые отдали жизнь за свою свободу, за свою родную землю.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Рамадан Мубарак. Да, кстати, еще раз повторюсь, поздравлю всех наших братьев и сестер с этим священным месяцем Рамадан. Пусть Аллах направит нас на правильный путь, даст нам силы, даст нам имана, даст нам свободу и простит наши грехи. Так, я уже, наверное, скоро буду завершать эфир. Дочитаю ваши комментарии. Тут уже и тролли, и провокаторы появились. Ну, это их работа. Не считайте мое отсутствие как бы за то, что якобы я отошел. Нет, я работаю. И вы скоро это увидите. Меня сейчас на данный момент больше волнуют те люди, которые приезжают из нашей оккупированной республики в другие страны вот, с целью, чтобы избежать вот, участия в преступной войне России. Их очень много, я часто с ними вот и случайно, и не случайно встречаюсь, общаюсь, вижу эту молодежь, вижу их беспокойство за своих родных, вот, и за то, что происходит с нашим народом. И поэтому считаю, что нужно их сохранить. Ладно, мы свой век прожили, можно сказать, но будущее за нашей молодежью. Сохранить религию, сохранить наши корни, рассказывать про эти корни, откуда они, через что проходили наши герои, наш народ. Вот. Это очень важно. Ильшат Шарафуллин, значит, выиграли шайтаны. Шайтан никогда не выиграет. Все это временно. И Путин, и его там окружение, его халуи, все это временно. Все наладится, справедливость восторжествует. Я в этом никогда не сомневался. Всему свое время. И как мы видим, и как рассказывает нам история, это время наступит тогда, когда мы очнемся, когда часть наша станет
на истинный путь, вот тогда будут изменения. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Кассиопея. Ну, в общем, прочитала твой ник. Нагиев, так, Анзо, доживем ли до свободной Ичкерии? Конечно, доживем. Вот именно до свободной Ичкерии. Там некоторые появляются, говорят, вот, что вот надо внести какие-то изменения там, в Конституции, в названии, в эмблеме там, или во флаге. Нет, ничего менять не надо, и не имеем мы такого права. Потому что все наши герои, о которых мы сейчас говорим, отдавали на этом пути. Это были самые лучшие, самые мужественные, благородные, вот, искренние. Так же, как и простые воины, муджахиды, командиры, амиры, лидеры. Вот. Они были правы, они объявили о суверенитете, о независимости нашей страны и заявили, что мы вправе строить свое государство. Вот. Назвали это государство как Чеченская Республика Ичкерия. Именно Чеченская Республика Ичкерия заставила Россию в 1996 году капитулировать. Вот. Даже из-за этого никто не имеет права менять название или что-либо, что связано с Чеченской Республикой Ичкерия. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Так, Люкас, нельзя ли проводить выборы среди чеченцев Европы и выбрать власть Ичкерии, in exile, то есть за рубежом? Нет, мы, ни один народ вот, не имеет права по существующим законам проводить какие-либо выборы в то время, когда земля оккупирована и фактически идет война. На самом деле война продолжается, никакого приостановления войны не было и не произошло. На самом деле мы это видим. Вот. И, следовательно, мы не имеем права проводить выборы, и никто из чеченцев не имеет права называть себя лидером, главой государства. И главой государства станет тот, кто будет избран народом, когда мы возвратимся на свою родную землю и проведем свободные выборы. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Дени, дала мукула, иншаллах. Аба, так, ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Насчет книги «Николаевская Россия». Нет, я не знаком с этой книгой. Может, видел, но что-то не помню ее. Машу алхамдулиллах, мукшалладики. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Шадиш марша дуэла. Александр Петровский в Грозном, какая-то особая атмосфера. Очень хороший народ. Я ровно год назад впервые посетил Грозный. Такого ни в одном городе я не видел и не чувствовал. Это потрясающее место. Спасибо большое за такой отзыв, за комментарий такой. Мне как чеченцу это очень приятно.
Да, ну, скажу так, что наш народ, можно сказать, вот, славился гостеприимством, и там живут хорошие люди. Вот. И ну, все равно скажу, как есть. У всех народов есть хорошие люди, есть и плохие люди, как и у нас, как и у других. У каждого народа есть свои красивые традиции, обычаи. К примеру, я жил 3,5 года в Азербайджане. Я всегда хорошо отзываюсь в адрес азербайджанцев, наших братьев. Ну, буквально недавно был в Украине, и там вот, я уважаю этот народ, их традиции, их обычаи, уважаю другие народы, так же, как и те народы, о которых я сейчас говорю. Спасибо, Александр Петровский. Насчет книги, да, год назад Анзор советовал, помню вам, надо все-таки, значит, добраться до этой книги. Спасибо, что напомнил, действительно был занят, занимался разными делами. Вот. И в последнее время мало бывает времени для того, чтобы что-либо читать. Ну, я имею в виду про книги, а так, да, новости, там, другое. Это я делаю. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Из Франции. Иншаллах, брат, иншаллах. Хорошо тогда. На этом я сейчас буду завершать эфир. Тут у меня в начале эфира спрашивали насчет изображения, то есть герба. Я его еще не докончил, но рисую давно. Это заняло у меня некоторое время, потому что я давно не рисовал, да, я люблю рисовать, всегда любил с детства. Ну, лет 15 примерно так прошло, как я вообще не брал ручку, там, или карандаш, или кисть в руки. И вот решил нарисовать свой герб на стене, чтобы видели наши враги, а их тоже много. Ичкерия не умерла и не умрет никогда. Руру, так, будешь, Анзор, дай знать, кофе попьем. Иншаллах, в Страсбурге попьем. Александр Бондаренко. Какой характер у французов? Ну, Александр Бондаренко, я не знаю, сейчас не могу сказать про характер французов. Да, много общался, ну, так сказать, я сейчас рассуждать о характере не могу. Анзор все приходит для тех, кто с терпением судьбой ожидает. Так оно и есть, брат. Главное терпение, вот, и остальное все будет. Нужно ждать, нужно знать, что все хорошее впереди. Но в первую очередь, чтобы это хорошее наступило, нужно делать то, что велит Всевышний Аллах. Вот тогда мы получим хорошее.
Французы, как и любой народ, сначала думают о себе, как еще объяснить. Ну, каждый народ, конечно же, переживает за свою судьбу, за свой народ, в первую очередь, тут нечего сказать. И все это нормально. Нагиев, спасибо. Пусть Аллах бережет вас всех тоже. Ладно. И уже несколько раз прощаюсь. И еще раз повторюсь, что у нас было много героев во время всей нашей истории, во время многовековой борьбы чеченского народа за свою свободу. Их очень много. Пусть Аллах примет их шахаду, пусть Аллах примет их газават и простит их все грехи. Аллах дейкал боль, Аллах газит кобл дольси масира. Лукас, читая вот твой комментарий, все-таки я думаю, для эффективной борьбы против оккупации надо иметь какую-нибудь структуру, какое-то представительство, чтобы взаимодействовать с дружественными силами, какую-то форму надо найти. Ну да, я сторонник того, что именно такая форма должна быть разработана, и этой формы нужно придерживаться, а не играть в разные правительства, там, лидерство, об этом вообще не надо и говорить. Нужно просто собрать все силы, которые есть у нас, всех людей активных, публичных, собрать, сделать из них совет и работать вместе для достижения общей цели. Лишь потом народ скажет свое слово. Вот как это должно быть. Если мы боимся Всевышнего Аллаха, если мы говорим, если мы хотим делать то, что говорит нам Всевышний Аллах, и надеется наш народ. И намерения должны быть искренними. Вот только тогда Всевышний Аллах нам даст победу, иншаллах. Всех благодарю, еще раз поздравляю всех наших братьев и сестер с этим священным месяцем Рамадан. Пусть Аллах даст нам правильный путь истины, терпения, здоровья, имана и всего самого лучшего, наилучшего. Аллах рейскуш масана. На этом я приостанавливаю. Благодарю вас всех. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.